На этом уроке мы с вами научимся выводить данные на экран. Всем привет, это Beyond Curriculum, и сегодня мы поговорим об LCD-дисплеях и об интерфейсе I2C. Цели данного урока – это знакомство с интерфейсом I2C и LCD-экраном, подключение LCD-экрана через I2C, установка библиотеки для передачи данных на LCD, также дальнейшее изучение языка Arduino и применение теоретических знаний на практике. Что нужно знать и уметь? Помимо всего того, что мы проходили на прошлых уроках, и помимо всего того, что мы должны были знать на прошлых уроках, на этом уроке нам также пригодится умение работать с паяльником, но тем не менее, если вы не имеете таких навыков, вы можете обратиться к специалисту, который это может сделать за вас. Плюс ко всему необходимо знать разницу между аналоговыми и цифровыми пинами, потому что мы сегодня будем пользоваться именно ими. Так как на самом деле этот урок я запланировал больше для того, чтобы рассказать вам именно про интерфейс I2C через LCD экран. Компонентов у Arduino очень много, то есть их даже не счесть. Есть различные датчики, есть различные моторчики. На самом деле видов моторчиков тоже очень много. Если мы будем пытаться подключить каждый из этих компонентов, то на это уйдет очень много времени, и в целом оно не так уж и нужно, так как все эти схемы подключения можно посмотреть, скажем так, в документации. Но важно знать, какие есть интерфейсы, какие есть, скажем так, варианты работы с этими датчиками, потому что вариантов работы также может быть несколько. И в целом, как мы можем облегчать себе жизнь. И вот как раз таки на примере LCD-экрана я хотел бы это показать. А что же такое LCD-экран? На самом деле LCD-экран это тавтология, это на русском жидкокристаллический дисплей или Liquid Crystal Display. На самом деле достаточно популярный элемент не только в Arduino, но и вообще в схемотехнике. Вы можете экранчики видеть повсюду, буквально даже на ваших электронных часах, если у вас такие есть, буквально на микроволновке, на стиральной машине, вообще где-либо используется жидкокристаллический экран. В Arduino чаще всего используется экран LCD 1602, дисплей 16 клеток на 2 клетки, то есть это у него его максимальное разрешение. Вот. И если вы посмотрите, этот дисплей у нас имеет 16 пинов, подключаются из них не все пины, но если мы посмотрим, то подключение данного экрана напрямую займет около 5 цифровых пинов из 13 имеющихся. На самом деле, еще если мы откинем нулевой и первый, то у нас будет 11. Итого у нас займется 5 пинов и останется 6 пинов, и это крайне затратно, это крайне неудобно, особенно если вы хотите подключить больше компонентов к своей плате Arduino. Вот. Что на самом деле неудобно, плюс схема подключения самого LCD-дисплея напрямую также неудобно. Если вы посмотрите, здесь необходимо сделать довольно сложную схему, плюс необходимо использовать потенциометр, необходимо использовать резисторы, необходимо использовать перемычки между разными пинами, что в свою очередь также добавляет неудобств. И плюс если вы, скажем так, новичок в данной теме, то вам будет довольно сложно подключить этот экран и, скажем так, без проблем не обойдется. Плюс ко всему, как вы видите, необходимо использовать аж 3 пина с широтной импульсомодуляцией, и на самом деле подключение напрямую это довольно ресурсозатратный метод и плюс ко всему довольно неэффективный. Что же мы хотим сделать? Что же мы предлагаем? Мы предлагаем интерфейс I2C или еще IIC или I2C. На самом деле названий у него очень много. Это одно из самых эффективных решений, которое может использоваться именно для работы с LCD-дисплеем, а не только с LCD-дисплеем. В дальнейшем мы также будем применять I2C, когда мы будем подключать Lego к Arduino, для того, чтобы они могли взаимодействовать вместе. Вот. Это такая шина связи, которая использует две направленные линии SDA, это линия данных, линия, по которой переводятся данные в разные компоненты, и SCL, линия синхронизации. Такой вариант подключения требует всего 4 свободных пина, причем 2 из них земля и питание 5 вольт. Остальные SCL и SDA подключаются в аналоговые пины и передают данные через аналоговые пины, а не через цифровые. Чем же это также преимущественно? На самом деле через интерфейс I2C, то есть через 2 пина мы можем подключить не один экран, мы можем подключить несколько экранов. В этом как раз таки является преимущество самого интерфейса I2C, потому что I2C использует 7-битное адресное пространство с 16 зарезервированными адресами, что в свою очередь означает то, что к одному, скажем так, I2C интерфейс мы можем подключить до 112 свободных компонентов, так как у нас есть 112 доступных адресов, и то есть
Мы просто в программе прописываем адрес, на который мы посылаем какие-либо данные. У нас по SDA, по линии данных идут данные вообще на все адреса. А по SCL у нас как раз таки наш интерфейс понимает, какие данные нужно отправить по первому адресу, какие данные нам нужно отправить по второму, и какие данные нам нужно отправить по 5, 10, 25 и 112 адресу соответственно. Но при этом возникает вопрос, почему же я не вижу часто использования I2C, допустим, в моем домашнем пространстве, в моих телефонах, в моем компьютере. На самом деле они используются, но используются с простыми компонентами, а дело вот в чем. Дело в том, что основной режим работы I2C интерфейса это максимальная скорость 100 килобит в секунду и 10 килобит в секунду в режиме с пониженной скоростью, что на самом деле не так уж и много на сегодняшний день, поэтому I2C уже не так распространен, но когда мы будем работать с платой Arduino, когда мы будем работать с Lego или с LCD дисплеем, 100 килобит в секунду более чем достаточно для комфортной работы. Давайте теперь подключим интерфейс I2C к нашему LCD дисплею и затем подключим это все к плате Arduino. В первую очередь нам необходимо будет припаять сам модуль I2C к нашему экранчику и затем уже подсоединить все необходимые провода, как показано на схеме. Итак, безусловно, конечно, можно подключить LCD-экран напрямую, но для этого нам надо будет использовать около 16 пинов, да, 16 здесь написано, для этого нам надо будет задействовать все 16 пинов. Это на самом деле очень много и очень неудобно, если вы хотите подключать как-либо экран к плате Arduino, и плюс это будет занимать много пинов, и в целом это не самое приятное удовольствие подключать 16 пинов только от одного компонента. Поэтому есть следующий вариант, это подключить вот такой I2C модуль. О том, что такое I2C, мы с вами уже говорили буквально 2 минуты назад. Вот. И, соответственно, что нам нужно для того, чтобы его подключить к экрану? В первую очередь его необходимо купить. Заказать его можно на AliExpress, скорее всего, даже есть и в казахстанских магазинах, где продается Arduino. Тем не менее, то есть ожидание этого модуля того стоит. Что нам нужно сделать? Нам необходимо его в первую очередь припаять. Для этого мы просто берем и засовываем его вот сюда вот так. То есть именно засовываем не вот так, то есть так неправильно, а именно вот так, чтобы он был позади экрана. Итак, теперь попытаемся припаять наш модуль I2C к самому экранчику. Для этого нам требуется паяльник и олово и немного кислоты. Я заранее уже обработал коннекторы, то есть место спаивания кислотой. Можно, конечно, делать из канифоли, но мне удобнее с кислотой. Если вы не умеете работать с паяльником, то рекомендую обратиться к специалисту, который может это сделать за вас. Так, теперь я просто беру и напаиваю олово. Итак, и это буквально занимает около 1 минуты, чтобы это припаять все. Теперь, как мы можем видеть, наш I2C модуль готов к использованию на самом экранчике. Выглядит это все примерно вот так. То есть он не занимает лишнего места после того, как мы его припаяли. Здесь он тоже не занимает с обоих сторон лишнего места, но теперь вместо того, чтобы подключать 16 пинов отдельно, мы подключим всего лишь 4 пина, и в этом как раз таки есть прелесть I2C модуля и I2C интерфейса. Итак, схема подключения LCD экрана также довольно проста, как и схема подключения датчика с прошлого урока. Все, что нам здесь понадобится благодаря нашему I2C модулю, это всего лишь 4 провода мама-папа. Что мы делаем? Мы берем, переворачиваем экран и подключаем к нему наши провода. Затем, что мы делаем дальше? Как вы можете видеть, у нас здесь есть 4 пина. Это Ground, VCC, SDA и SCL. Ground мы подключаем к граунду, VCL к 5 вольтам, SDA A4, SCL A5. То есть фиолетовый у нас был Ground, подключаю фиолетовый к граунду, синий подключаю к 5 вольтам,
Далее мне необходимо подключить желтый провод к пину А5 и зеленый к пину А4. Все, больше от нас и не требуется. Таким образом мы подключили наш I2C экран к плате Arduino. Если бы мы подключали данный экран к плате Arduino не через модуль I2C, а напрямую, то это бы заняло у нас аж 5 цифровых портов. В то время как здесь у нас занялось всего 2 аналоговых порта, что в свою очередь показывает простоту подключения и то, насколько замечателен интерфейс I2C на самом деле. Теперь, после того, как мы подключили наш LCD-дисплей к Arduino, после того, как мы припаяли I2C интерфейс к нашему экрану, мы можем заняться программированием. И на самом деле здесь необходимо будет знакомиться с двумя библиотеками. Это библиотека wire.h и Liquid Crystal I2C.h. И на самом деле wire.h предустановленная библиотека в Arduino, она необходима для связи микроконтроллера, то есть Arduino с устройствами через I2C. В то время как для того, чтобы управлять этим экранчиком через I2C интерфейс, нам необходима библиотека, которую мы установим вручную. Она как раз таки включает в себя множество команд, которые упростит нам программирование, так как на самом деле использование вот такого I2C модуля не типично для, скажем так, Arduino, поэтому данная библиотека не предустановлена. Давайте займемся программированием. Что нам необходимо сделать для того, чтобы установить данную библиотеку? Мы заходим во вкладку «Инструменты», затем «Управлять библиотеками». Далее у нас открывается менеджер библиотек. Мы ждем, пока здесь обновится список, и теперь в поиске мы можем написать необходимую нам библиотеку. Для этого мы пишем Liquid Crystal, нижнее подчеркивание, I2C. И теперь ищем библиотеку, которая нам подойдет. Самая первая библиотека на самом деле не является подходящей. Это библиотека Aegis. Нам необходимо немного пролистать вниз для того, чтобы найти нужную нам библиотеку. Эта библиотека может на первый взгляд показаться тоже подходящей, но я насчет нее не уверен. Пролистав немного вниз, мы найдем нужную нам библиотеку. Это Liquid Crystal I2C by Frank D. Brabander. Вот, как раз таки ее мы и устанавливаем. Выбираем версию, версия нам нужна 1.1.2 и нажимаем «Установка». Библиотека автоматически установится на плату Arduino, и теперь мы можем начать программирование. Итак, в первую очередь для того, чтобы начать программирование, нам необходимо подключить эти библиотеки. Для этого мы напишем include и в знаках больше-меньше мы напишем здесь wire.h. После этого мы также напишем include и здесь будет Liquid Crystal, нижнее подчеркивание, I2C.h. И после этого нам необходимо создать своего рода объект. Создается он так же, как и переменная, которая будет иметь тип данных Liquid Crystal, нижнее подчеркивание, I2C. Называем его LCD, и далее здесь в скобках нам необходимо указать в первую очередь адрес нашего дисплея. Как я уже говорил, доступно 112 адресов. Это в моем случае сработал адрес 0x3f. В вашем случае, если же этот адрес не работает, можете попробовать адрес 0x27. Если же эти два адреса не работают, тут уже придется методом тыка подбирать рабочий адрес. Тем не менее, у меня работает 03f. И затем мы указываем разрешение дисплея. Это 16:2. Теперь мы можем начинать программирование. В первую очередь нам необходимо запустить сам дисплей. Для этого мы напишем lcd.init. Затем нам необходимо включить подсветку самого LCD дисплея. То есть как работает LCD дисплей? У нас есть жидкие кристаллики, которые начинают загораться, как только мы подаем на них напряжение. Но чтобы мы это видели, нам также необходимо, чтобы у нас была подсветка самого экрана. Также это работает и на телефоне. Для этого нам необходимо включить как раз таки саму подсветку. Мы это сделаем командой lcd.backlight. Затем все, что нам необходимо сделать теперь, это вывести какие-либо данные на LCD экран. В первую очередь нам необходимо указать координаты, на которых мы будем выводить то или иное слово. То есть в первую очередь я хочу, чтобы на первой строчке у меня вывелось сообщение, точнее не сообщение, а строчка Beyond Robotics. Для этого я установлю координаты начала этой строчки на 0, то есть 0,0. Я напишу lcd.setCursor 0,0.
Далее, после этого я напишу lcd.print, то есть это команда, которая как раз таки выводит сообщение на экран. И здесь я уже напишу Beyond Robotics. После этого я хочу, чтобы у меня на экран снизу вывелось Arduino. Для этого я поставлю координаты на первую строчку, то есть если там сверху у нас была нулевая строчка и нулевая координата, то снизу у нас будет опять же нулевая координата с самого начала и первая строчка, то есть строчка пониже. Я пишу опять же lcd.setCursor 0,1 точка запятой и опять пишу lcd.print Arduino. Теперь нам всего лишь осталось загрузить это все на нашу плату Arduino. Итак, мы только что загрузили нашу программу в плату Arduino, и как мы можем видеть, на экране у нас высветилось Beyond Robotics и Arduino. Но в чем же дело? Если мы посмотрим, мы здесь также можем увидеть то, что прямоугольники у нас полностью белые. На камере мы можем видеть надпись Beyond Robotics и Arduino, хотя на самом деле я сейчас ее не вижу своими глазами. Вот. Как же можно это исправить? Давайте посмотрим на обратную сторону нашего экрана. У нас вот здесь, как вы можете видеть, есть такой небольшой синий элемент. Это подстроечный резистор, ну или потенциометр. И поворачивая его отверткой, мы как раз таки можем регулировать яркость подсветки. Сейчас оно у меня выключено на максимум. Как только я делаю его поменьше, можно видеть то, как экран стал менее ярким. И таким образом мы можем подстраивать потихоньку яркость экрана и прийти к оптимальному значению. Вот теперь все видно просто замечательно. Итак, при этом что стоит отметить? Если бы мы подключали LCD-дисплей напрямую, то мы бы на самом деле использовали просто библиотеку Liquid Crystal без I2C, и программировалось бы это ровно так же, как это программировалось сейчас у нас, но тем не менее. Почему мы используем I2C интерфейс? Не только для того, чтобы работать с дисплеем. На самом деле I2C крайне полезная вещь. Как вы видите, мы здесь подключили именно на определенный адрес наш I2C. И если бы у нас здесь было два экранчика, мы бы также подключили всего лишь два пина, скажем так, к нашей плате Arduino. Просто бы через один и тот же I2C интерфейс посылали бы данные на разные экраны, то есть по разным адресам. Это очень сильно экономит пины, это очень сильно упрощает нам в целом работу с какими-либо электронными компонентами. И это в целом очень сильно делает нашу схему подключения проще, так как то ли дело мы в макетной плате бы сейчас подключали кучу проводов и резисторов, то ли дело мы просто предпаяли один компонент, который даже толком не заметен, и уже с него вывели 4 провода и подключили к плате Arduino. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте заходить к нам в школу, выполнять тесты в качестве домашних заданий, а также рекомендовать этот курс друзьям. А также, если вы хотите попрактиковать свои навыки в практике, все свои знания, которые вы получили на этом уроке, то обязательно приходите в американские уголки. Там вам всегда дадут ноутбук и набор Arduino, с помощью которого вы сможете как раз таки воплотить все свои навыки и все свои идеи вживую. Ну а на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях свои рекомендации, а также свои эмоции от просмотренного урока. Всем большое спасибо. До скорых встреч.